ЛДПР в Башкортостане против лишения муниципалитетов полномочий по предоставлению земельных участков. Соответствующий законопроект в первом чтении Государственное собрание Башкортостана приняло 17 сентября. Позицию партии, а также инициативы обсудим прямо сейчас в программе «Интервью» в эфире Башкирского спутникового телевидения. У нас в гостях Дмитрий Иванов, депутат Государственного собрания Башкортостана. Дмитрий, здравствуйте. Добрый день. Итак, в чем заключается позиция партии? Почему вы не поддерживаете этот законопроект? Спасибо за вопрос. Да, действительно, фракция ЛДПР не поддержала данный законопроект, обсуждаемый в первом чтении Госсобрания Курултая 17 сентября. Но также хочу подчеркнуть, что его не поддержало и органы прокуратуры, управление Росреестра. То есть мы считаем то, что это будет ущемлять права граждан наших на получение земельных участков. В том числе это еще создаст дополнительную бумажную волокиту, с чем могут в первое время или очень долгое время еще не справиться с ней. Соответственно, мы проголосовали против данного законопроекта. Как вы ожидаете, ко второму-третьему чтению ситуация изменится? Мы будем однозначно голосовать против данного законопроекта. Еще не знаем, какие поправки туда будут включены. Но я думаю, это не изменит ничего. Ну, вообще стартовала осенняя сессия, да, Госсобрания Башкортостана. Какие инициативы ЛДПР планирует озвучивать? Что в работе? Спасибо, Екатерина, за вопрос. Хочу отметить в первую очередь, что наши законопроекты не берутся откуда-то с неба, они не выдумываются на ровном месте. Все законопроекты, вносимые, в которые вносится фракция ЛДПР Госсобрания Курултая, они идут прямиком с земли. Мы постоянно работаем с гражданами, с нашими избирателями. К нам в приемные приходит порядка 50-60 человек в день. А приемные у нас работают в большинстве районов республики, работают постоянно. И мы в любом случае при изготовлении какого-либо законопроекта, разработке его, предложения в Госсобрание, мы дополнительно проводим опрос среди населения, среди жителей. То есть мы знаем проблемы, мы знаем ситуации в Башкирии. Будем работаем во благо наших жителей, во благо избирателей, чтобы наши избиратели жили лучше. Это какие инициативы? Ну, например, мы предлагали отменить транспортный налог на автомобили до 150 лошадей включительно, лошадиных сил. Но данный законопроект поддержан у нас не был. Мы предлагали ввести единовременную выплату ветеранам Великой Отечественной войны, как раз приуроченную к 75-летию. Нас также не поддержало правительство, но при этом хочу отметить, что некоторые предложения наши в той или иной степени были приняты уже, не нами, к сожалению, но самое главное, что все инициативы, законопроекты ЛДПР, они востребованы. И не имеет значения, в принципе, от кого они будут приняты. Главное, чтобы нашим избирателям было лучше. Если наши позиции слышат, наше мнение, это очень хорошо. О парковках, насколько мне известно, у вас также есть определенные предложения. Да, немножко такое тоже здесь есть касаемо платных парковок, тоже вот принимали сейчас вот на последнем заседании Госсобрания Курултая. Мы также, фракция голосует против данного законопроекта. Мы считаем, что сперва надо создать условия парковок. Та же ситуация была и с озеленением, когда был принят закон, да, о штрафах на газонах. Сперва нужно создать парковки, привести в порядок транспортную инфраструктуру, решить все эти вопросы, газоны, и только потом принимать законопроекты, когда уже будет настоящая реальная почва. Ну, главная тема этого года – это коронавирус, конечно же, да, борьба с этой пандемией. Как это повлияло на работу партии ЛДПР, какие акции проводились, да, и повлияло ли это на прием граждан? Да, коронавирус действительно коснулся все свои населения наши, и взрослых, и младших поколений. Но что касается ЛДПР, регионального отделения в республике, мы не останавливали свою работу, мы ее ни в коем случае не прекращали. Мы работали каждый день,
утро, день, ночь. Мы первые из политических партий начали волонтерское движение в рамках акции «Помоги соседу». Все люди, кто оказался в плохой жизненной ситуации, кого-то уволили с работы, то есть таких было немало. да, они обращались к нам за помощью, и мы помогали, оказывали им помощь, поддержку в виде продуктовых наборов. Акция проходила по всей республике, и мы помогли тысячам граждан наших. Это отметил и Толкачев. Константин Борисович, спикер Башкортостана. Да. Все верно, да. Вот то, что мы работаем с этой акцией. У нас не прекращался прием граждан. У нас проходили интерактивные приемы посредством современных мессенджеров, то есть WhatsApp, Viber. Постоянно велись приемы и по скайпу, и депутат Государственной Думы Сухарев Иван Константинович также проводит регулярно приемы. Я также хочу отметить, что наше региональное отделение ЛДПР вообще первое, кто запустил такое вот понятие, вообще интерактивное приемы, это было еще в 2013 году. Чаще всего на какие темы были обращения? Обращения абсолютно разный спектр вопросов, абсолютно, потому что у каждого человека, в принципе, есть свои определенные вопросы, свои есть проблемы. Естественно, это и дороги, рабочие места, где-то газ, совершенно разные вопросы. Как можно обратиться к вам сейчас, жителям Башкортостана? Вот они смотрят интервью, если у них есть вопрос, и они хотят обратиться в ЛДПР. Никаких проблем. Город Уфа, улица Советская, дом 18, штаб ЛДПР. Всегда открыты с 9 до 6. Обращайтесь. Телефон 246 30 38. Угу. Волонтеры нужны ли вам, да, если кто-то захочет добровольцем поработать вместе с либерал-демократами? У нас очень много членов партии, у нас хороший актив. Один из самых лучших, я бы сказал, среди политических партий, в том числе и депутаты на местах. Все работаем, приходят люди, готовы нам оказывать поддержку. Ну, естественно, и мы оказываем таким людям большую помощь и поддержку. До конца года какие планы стоят у ЛДПР, да? Что будем наблюдать? Мы работаем постоянно и будем работать, и работали всегда. Независимо от выборов, как часто они проходят. Есть очень много политических партий, которые объявляются непосредственно перед выборами. Ну, это, как правило, за 2 недели примерно. А мы работаем всегда. У нас постоянно проходят и акции, приемы граждан. Всегда в работе. Дмитрий, один из резонансных вопросов был по Куштау. У ЛДПР какая здесь позиция? Что касается Куштау, считаю то, что нужно найти баланс между бизнесом, властью и обществом. Нужно переквалифицировать, перепрофилировать более в современную модернизацию провести производство, и тем самым мы сохраним и природу, и туризм, и производство, и рабочие места. Такой универсальный ответ. Спасибо большое, Дмитрий. Я напомню, что сегодня в гостях у башкирского спутникового телевидения в программе «Интервью» был депутат Государственного собрания Башкортостана Дмитрий Иванов, и мы говорили о работе партии ЛДПР в парламенте, ну и по всей республике.